Здравствуйте, дорогие друзья! 2 июля Якутия отмечает День реки Лены. Река Лена – это не просто одна из величайших рек мира, это символ и жемчужина Якутии. В честь празднования Дня Великой реки Лены Центр детского чтения Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия и Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия представляют вашему вниманию выпуск виртуальной книжной выставки «Великая река Лена», раздел «Река Лена глазами якутских художников». Тема реки Лены в творчестве художников Якутии – тема необъятная и вечная, необыкновенно красивая, величавая, с живописными берегами. Она стала предметом восхищения мастеров искусства. Якутский художник и подвижник музейного дела Лев Михайлович Габышев часто писал пейзажи с натуры и много работал на берегах реки Лены. В лирических пейзажах над Леной и юнкерский мотив река Лена связывает своим течением селения людей, которые жили на ее берегах с древнейших времен. Полотно «Ленские щеки» было написано в 1958 году. На картине Лев Габышев изобразил панораму реки Лены и монументальную цепь отвесных скал. Легкий ветер покрывает рябью водную гладь, а светло-голубое небо и кучерявые облака отражаются на поверхности. Но где же у красавицы Лены щеки? Щеками называют особо каменистый скалистый берег реки. Ленские щеки – самый глубокий каньон Сибири. Это 3 скалы по берегам и в верхнем течении Лены. Высота скалистого берега в некоторых участках достигает 200 метров. Скалы представляют собой величественные зрелища, способные вызвать чувство трепета и восторга. Их грандиозный масштаб, тайну и величие запечатлел в картине «Ленские щеки» Лев Михайлович Габышев. Певцом реки Лены и знаменитых ленских столбов называют художника Виктора Григорьевича Петрова. Картина «Лена» написана в жанре декоративного пейзажа. Открытая панорама реки, уходящая вдаль, высокая линия горизонта и праздничная цветовая палитра рождают чувство ликования, полноты и жизни. С помощью миниатюрных, едва заметных деталей художник оживляет пейзаж. Например, в центре картины на фоне скал струится тонкий синий дымок костра. Возле него стоят люди, а вдалеке виднеется баржа, которая плывет по реке. Полотно «Ленские столбы. Закат» представляет собой речной пейзаж с песчаными островами. На первом плане скалы, освещенные предзакатным солнечным светом. Ленские столбы – одна из главных достопримечательностей Якутии. Это вытянутые каменные скалы, высота которых может достигать 70 метров. Они тянутся сплошной стеной на правом берегу Лены более чем на 40 километров. Образ великой реки Лены во все времена года, в разных состояниях, по праву считается центральным в творчестве Виктора Петрова. Ведущим мастером, чье творчество широко и масштабно представляет искусство Республики Саха на протяжении многих десятилетий, являлся академик Российской академии художеств Афанасий Николаевич Осипов. В своем творчестве маэстро не мог не затронуть образ величественной реки Лены. Обращаем ваше внимание на картину Афанасия Осипова «Седой Вилюй». Это не обычная картина, а триптих, то есть произведение, состоящее из 3 частей. Река Вилюй является самым длинным притоком Лены. Художник посвятил Седой Вилюй строительству Вилюйской гидроэлектростанции. Триптих появился как итог многократных поездок на место строительства Вилюйской ГЭС. Во время поездок Афанасий Осипов тесно общался со строителями, вместе с ними вставал в морозное утро, вместе с ними шел на строительную площадку и все увиденное и пережитое запечатлевал в подготовительных эскизах и этюдах. Центральная часть триптиха «Строители» повествует о людях, которые воздвигли Вилюйскую ГЭС. Тема труда неразрывно связана с темой родной природы, с обликом суровой и прекрасной земли, на которой живут и трудятся гидростроители. Совершая путешествие в седую древность Якутии, художник показывает нам могучие скалы с древними наскальными рисунками. Их мы и видим на левой части триптиха «Древний край». Возраст этих рисунков исчисляется тысячами лет. В
триптихе «Седой Вилюй» Афанасий Николаевич Осипов показывает Якутию во времени, от прошлого к современности. Протекая по всей нашей необъятной стране, Лена объединяет увиденные нами сегодня картины художников, места и людей, запечатленных на их полотнах, весь наш многочисленный народ, проживающий на берегах великой и могучей реки. Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия поздравляет всех с Днем реки Лены и приглашает посетить залы музея, чтобы вживую оценить прелесть произведений искусства, посвященных главной реке Якутии.